Инал Батович, расскажите о том, как обстоят дела в Министерстве иностранных дел. Отчитайтесь о проделанной работе за 2023 год. Уважаемый Аслан Георгиевич, главная задача, которую вы ставили, заключалась и заключается в насыщении еще более качественным содержанием абхазо-российские межгосударственные отношения. Это задача, которая имеет особое значение в контексте обеспечения экономического роста и безопасности нашей страны на стратегическую перспективу. В этом контексте в прошлом году мы подписали с министром Лавровым соответствующий план консультаций между МИДами, который активно реализуется. Его главная задача заключается в активизации и межведомственного диалога между нашими коллегами. Скажем, в прошлом году и в этом году уже организованы консультации между главами и руководителями ведомств, это касается и министров здравоохранения, это касается и организации взаимодействия более активного между министрами МЧС, касается сферы активизации взаимодействия проектного в сфере образования, в сфере спорта, культуры. Одним словом, это та работа, которая позволяет укрепить фундамент нашего взаимодействия и решать конкретные задачи наших сограждан. Поэтому в этом ключе будем и дальше действовать. Отдельная важнейшая задача — это расширение наших международных контактов. Это, безусловно, та задача, которая реализуется при всеобъемлющей поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мы находимся в теснейшей внешнеполитической координации, благодаря которой мы развиваем и расширяем наши контакты. Отдельная работа связана с активизацией работы по подписанию, вступлению в силу различных соглашений двусторонних. Сегодня мы активно работаем в контексте вступления в силу соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Это очень важный вопрос, который волнует наших сограждан. Готовится на завершающей стадии указ президента Российской Федерации об упрощенном механизме получения гражданства Российской Федерации гражданами Республики Абхазия. Этот указ выйдет в ближайшее время. Мы стараемся как-то максимально этот вопрос ускорить. Отдельное большое внимание уделяем взаимодействию с Республикой Беларусь. В этом контексте поэтапно создается фундамент для полноформатного межгосударственного диалога между нашими странами. Были осуществлены взаимные визиты глав государств. Наша правительственная делегация Республики Абхазия в прошлом году посетила город Минск, и мы стараемся активно выстраивать межведомственное взаимодействие. Особо отмечу активность взаимодействия между МЧС, МВД, Министерствами здравоохранения. Кроме того, в прошлом году был официально зарегистрирован в Минске торговый дом «Абхазия», обеспечен беспошлинный ввоз товаров нашего производства в Республику Беларусь. На стадии активной проектной разработки находится крупный инвестиционный проект, который планируется к реализации белорусскими предпринимателями в Восточной Абхазии. Отдельно стараемся развивать и культурно-гуманитарный аспект нашего взаимодействия. В этом контексте прорабатываем совместно с Министерством культуры проведение Дней культуры Абхазии в Республике Беларусь. Аслан Георгиевич, вы в своем выступлении интервью информационному агентству ТАСС подчеркнули, что в соответствии с межгосударственным договором 2014 года особое значение имеет интеграционные процессы на постсоветском пространстве. В соответствии со статьей 3 важное направление нашей совместной деятельности с российскими коллегами — это обеспечение условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и при поддержке Российской Федерации. Это особо важная задача. В этом контексте мы выстраиваем активный диалог с постоянным комитетом союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Активно общаемся с госсекретарем Мезенцевым. Это важнейшая работа, связанная с получением информации относительно актуальных тенденций развития интеграции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Сегодня можно с уверенностью сформулировать тезис о том, что интеграция выходит на беспрецедентный качественный уровень. Это позволяет решать и Республике Беларусь, да и Российской Федерации вопросы в сфере экономики и безопасности. Можно сказать с уверенностью, что экономика и безопасность — это те два фундамента, на которых союзное государство при сохранении государственного суверенитета стран-участниц. Кроме того, мы
общаемся с официальным представителем президента России в группе БРИКС. Группа БРИКС — это тоже важнейшее объединение сегодня, которое активно работает над усилением тенденции многополярности. Работаем над тем, чтобы наши представители в рамках председательства России в БРИКС имели возможность выступать. Отдельно хотел отметить работу по Ближнему Востоку. Здесь тоже нам российские коллеги очень помогают. В прошлом году была осуществлена рабочая поездка в Сирийскую Арабскую Республику. Прошла встреча с президентом Сирии, очень продуктивная. Работаем над тем, чтобы президент Сирийской Арабской Республики приехал в текущем году в Республику Абхазия. Работаем над открытием, запуском посольства Сирийской Арабской Республики в Республике Абхазия. Кроме того, в прошлом году запустили работу консульского отдела Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике с тем, чтобы наши соотечественники имели возможность туда обращаться и оформлять соответствующие документы. Президент Сирии оказывает нам лично поддержку с точки зрения выстраивания отношений с Алжиром и Ираном. Эта работа тоже идет, ее координирует наш посол в Сирии. Мы активно общаемся с представителями Объединенных Арабских Эмиратов. Это и посол России в Эмиратах, и посол Эмиратов в Российской Федерации. В этом вопросе сталкиваемся с попытками агрессивной изоляции нашей страны. Эти попытки исходят от и различных американских, европейских структур. Ну и, разумеется, они инициированы Министерством иностранных дел Грузии. Кроме того, идет активный диалог с Ливаном вместе с ТПП Республики Абхазия. Мы работаем над тем, чтобы создать определенные условия для торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Идет диалог с Палестиной, со спецпредставителем президента Палестины в России. Также идет диалог с Афганистаном и Йеменом. Российские коллеги из МИДа и лично Сергей Викторович Лавров оказывают содействие с точки зрения установления дипломатических отношений с Республикой Северная Корея. Это тоже важное направление работы. И Республикой Сербская. В латиноамериканском регионе наши традиционные партнеры Венесуэла и Никарагуа. Активно работают наши посольства. Аслан Георгиевич, особое внимание уделяем информационному обеспечению внешнеполитического курса. Работает медиацентр МИД Абхазии. Мы стараемся увеличивать количество, улучшать качество и охват сообщений, которые мы делаем. Здесь тоже, разумеется, при поддержке российских средств массовой информации. Относительно женевских дискуссий пару слов. В прошлом году прошло 2 раунда. Ситуация не меняется. Грузия отказывается от политического диалога на подписание соответствующего взаимообязывающего соглашения о неприменении силы. Сегодня российская сторона ставит очень важный вопрос, касающийся переноса женевских дискуссий из Женевы в другую локацию. Это связано с тем, что Женева все меньше может обеспечивать равные условия для всех участников переговорного процесса. В целом ситуация штатная, работаем активно, посольства работают удовлетворительно, центральный аппарат тоже. Равиль Батович, на что необходимо обратить особенное внимание? Первое – это взаимодействие с главным нашим союзником, стратегическим партнером Российской Федерации. В этом плане у нас не должно быть нерешенных вопросов. Вот вы проинформировали о том, что готовится документ, указ президента, который будет регулировать упрощенный порядок приобретения российского гражданства гражданами Абхазии. Это правильная история. В этом наши граждане заинтересованы. Как это мне представляется, не хватает информации целенаправленной для нашей аудитории, для наших граждан в отношении того комплекса вопросов, которые мы решаем с Российской Федерацией. Эти вопросы имеют непосредственное отношение к повышению уровня безопасности нашей страны, к решению социально-экономических вопросов. Ни одно государство мира, с которым мы имеем дипломатические отношения или когда-либо можем установить, не вносит и не может вносить такой вклад в развитие нашей государственности. И об этом надо говорить. В связи с чем я хочу акцентировать на этом ваше внимание. В связи с тем, что есть силы, недружественные государства, которые хотят нанести удар по нашим взаимоотношениям с Российской Федерацией. И это происходит
с определенной периодичностью. И мы с вами знаем о том, что за этим стоят зарубежные государства, государства дальнего зарубежья. В связи с этим расскажите нам о том, как обстоят дела с деятельностью неправительственных организаций и какие принимаются с нашей стороны меры для того, чтобы в полной мере владеть информацией о их деятельности. Аслан Георгиевич, мы, как МИД Абхазии, координируем и взаимодействуем с международными организациями. Их порядка 20, это международные организации и агентства ООН. Безусловно, часть из них занимаются гуманитарной деятельностью, мы это понимаем, это действительно важно, и если кто-то хочет сделать что-то доброе для Абхазии, мы только это поддерживаем. Однако же мы видим попытки манипуляции, попытки оказания информационного воздействия, попытки манипуляции общественным мнением. В современном высокотехнологичном мире это задача, которую, к сожалению, можно решить. И мы видим, что по материалам Службы государственной безопасности действительно ряд международных структур осуществляют финансирование. И это финансирование, оно не согласовано с Министерством иностранных дел. Мы не видим и не знаем, что делают эти структуры. Какое главное решение в прошлом году было принято при поддержке президента Абхазии? Оно заключается в том, что все проекты, которые финансирует официальный орган власти Соединенных Штатов Америки, Агентство США по международному развитию под названием USAID, все эти проекты приостановлены, потому что они все-таки несут в себе действительно деструктив. Хочу обратить внимание на то, что эта организация USAID на всем постсоветском пространстве, во всех регионах мира, без исключения. Об этом наша общественность не знает, об этом нужно говорить. И в то же время эти государства являются главными государствами, которые занимаются тем, что изолируют нашу страну и создают везде препятствия для того, чтобы наши совместные усилия с Российской Федерацией по дальнейшему признанию независимости Абхазии заблокировать. Эти вещи надо говорить. На это обращают внимание и российская общественность. Почему недружественные организации, которые запрещены в России, должны работать здесь, у нас. Если мне не изменяет память, в статье 3 упомянутого вами договора 24 ноября 2014 года как раз таки и сказано о том, что мы должны создаем общее пространство обороны и безопасности с учетом боевых действий, которые сегодня идут на территории России, в которых, кстати говоря, принимают участие наши граждане, погибают за этот мир, за новый мир, за справедливый. Деятельность такого рода организации в Абхазии, конечно же, как минимум является странной. Поэтому это все нужно объяснить с документами на руках. Это нужно объяснить нашей общественности, депутатам нашего парламента. Нам необходимо в превентивном порядке принять меры, исключающие в дальнейшем дестабилизацию и неконтролируемые процессы, которые, как правило, ими инициируются. Это вполне известная уже история. Об этом плохо знают только у нас, в нашей стране. И эту работу надо будет провести информационную. Кто-то, может быть, и знает. Врагов мы не ищем, но мы должны обеспечить безопасность нашей страны. И в связи с этим этот вопрос сегодня выходит хотим мы того или не хотим, выходит на повестку дня. Поэтому со всем этим надо очень аккуратно, тщательно, основательно разобраться. Я хотел также добавить очень важную вещь. В прошлом году, когда мы изучали активно официальные документы стратегические этой организации USAID, мы изучали официальный сайт USAID, и мы обнаружили большое количество информационных материалов, которые открыто пишут о том, что главная цель финансирования проектов различных, которые здесь реализуются на территории Абхазии у нас дома, совместно со структурами ООН при поддержке USAID. Значит, главная цель — это деоккупация Абхазии, они открыто об этом пишут. Это восстановление территориальной целостности Грузии, это сокращение пагубного влияния Кремля. То есть структура USAID открыто
не прикрываясь, признается в том, что главная цель деятельности — это вот нарушение, видимо, да, вот нашего межгосударственного диалога, нарушение общественного диалога. Поэтому действительно уделяем этому особое внимание и готовы информировать наших людей. Мы тут должны четко отделить полезное от вредного. Гуманитарная деятельность не будет пресечена. Наоборот, мы за это будем благодарны. А во всем остальном деятельность, которая оказывает влияние на политические процессы и на другие очень важные процессы, оно должно быть все это пресечено. Кстати говоря, вы можете, изучив все, проинформировать о том, что в свое время они умудрились в начале нулевых принять участие, будучи, значит, организацией, которая в России работает, в создании, значит, в написании новой Конституции России, Земельного кодекса. Вот такие далеко идущие цели были ими заложены, и в какой-то степени они смогли достичь этих целей. Поэтому, собственно говоря, в том числе и поэтому сегодня идет война между Россией и Украиной. В том числе и поэтому. Поэтому к этой теме подойдите серьезнейшим образом. Я хотел бы задать такой вопрос. В соответствии с планом консультаций, который подписан между вами и министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым, в этом году какие мероприятия должны быть? Мы, значит, в рамках плана консультации организуем взаимодействие по проблемным вопросам, по проблемным ситуациям. Скажем, буквально на прошлой неделе мы организовали в соответствии с планом консультации, значит, встречу начальника консульского департамента МИД Абхазии со своим российским коллегой. И план консультации нам позволяет организовывать по мере необходимости соответствующие встречи с российскими коллегами на уровне руководителей соответствующих подразделений МИДа России. У нас есть ряд консульских вопросов, которые нужно регулировать, поэтому мы достаточно оперативно в течение 1-2 недель организовали соответствующие консультации в Москве, которые нам позволят закрыть некоторые вопросы, которые нужно закрыть. А кроме того, хотел в продолжении предыдущей темы и по теме плана консультации сообщить вам, что мы с Министерством иностранных дел России, и Министерство иностранных дел это поддерживает, обеспечение такого широкого представительства общественных структур России в Абхазии, да, с тем, чтобы тот, ну, скажем так, вакуум, который, возможно, будет формироваться в Абхазии, чтобы его заполнили, значит, общественные структуры дружественного нам государства, которое признает наш государственный суверенитет. Поэтому МИД России тоже полностью это поддерживает, и мы в рамках нашего плана консультации хотим при поддержке МИДа России обеспечить такое широкое, серьезное представительство с тем, чтобы наши представители гражданского общества имели возможность взаимодействия, активной работы с российскими общественными структурами. Кстати, хотел бы тоже вот обратить внимание на то, что очень многие наши соотечественники, общественные деятели, которые активно работают, они считают такой подход весьма правильным и справедливым. Поэтому, если не будет возражений, мы бы активно работали в этом направлении. И полагаю, что в этом году уже можно добиться определенных практических результатов в этой сфере. Что касается женевских дискуссий, на самом деле на последней встрече с господином Лавровым он говорил о том, что эта площадка во многом себя, скажем так, исчерпала. Да. Поэтому он спросил, не возражает ли абхазская сторона, чтобы продолжилась работа по поиску более подходящей. И речь шла в том числе о столице Беларуси, о городе Минск или о столицах других государств, да, наиболее таких нейтральных государств, республик бывшего Советского Союза. В принципе, это можно рассматривать, и если данное решение будет принято, я считаю, что в этом нет ничего плохого, наоборот, может быть, что-то поменяется в лучшую сторону. Да, Аслан Георгиевич, за последнее время очень много информации поступает к нам из МИДа России относительно того, что Женева не может обеспечить равные условия для участников переговорного процесса, не может обеспечить соответствующим, надлежащим, адекватным образом организационно-технические условия по переговорам. Поэтому этот вопрос
очень актуален. Я полагаю, что он и в перспективе будет очень актуальным. Александр Георгиевич, и в конце хотел добавить, что мы активно работаем с нашим посольством в Москве и выполняем вашу задачу по поддержке нашей молодежи с точки зрения получения высококачественного образования в ведущих вузах Российской Федерации. Уже несколько сотен человек получили эту поддержку. Это тоже важная задача. И совместно с профильным ведомством мы ее решаем. А в самое ближайшее время, в начале марта, состоится Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Это очень крупное мероприятие. Президент Российской Федерации будет присутствовать. На его площадке планируется подписание соглашения о сотрудничестве с одним из ведущих институтов развития в России иннопрактикой. Вы встречались и общались с руководством этого института, и мы хотели бы, чтобы это соглашение тоже было бы направлено на поддержку нашей молодежи и на оказание содействия в выстраивании наших контактов с различными институтами развития Российской Федерации. Хотел бы еще на одном направлении акцентировать ваше внимание. Те контакты, которые были установлены с Белоруссией, они очень перспективны. И, конечно же, развитие наших отношений с Белоруссией несет в себе большое количество добрых дел и большое количество благ. Это направление нужно продолжить. Приоритет, конечно же, Россия. Россия, в которой проживают самые близкие нам народы, наши братья, черкесы, адыги, кабардинцы, абазины. И это мы должны всегда знать. И поэтому наши отношения должны носить особенный характер. Все, что связано с Белоруссией, будете меня информировать. В этом ключе будем работать. Я думаю, что в ближайшие несколько лет я рассчитываю на то, что на белорусском направлении у нас могут быть неплохие результаты. Будем работать. Спасибо. Спасибо.